Роспотребнадзор сообщил о том, что клещ, укусивший ребенка в Якутске, не инфицирован. Случай, напомним, произошел на днях в столичном парке. После оказания медпомощи ребенка направили домой на амбулаторное лечение, а насекомое, снятое с мальчика, было направлено в лабораторию. Исследование подтвердило, вирус клещевого энцефалита не выявлен. Управление Роспотребнадзора настоятельно рекомендует соблюдать меры личной профилактики при посещении лесных зон. Репортаж нашего корреспондента Сергея Алексеева. За последние 5 лет в республике количество укусов клещей увеличилось почти в 2 раза. Обычно самое большое число таких случаев происходит на юге Якутии. Однако риск заразиться опасным вирусным заболеванием начал распространяться и на территории заречных, центральных и западных районов. Как раз эти территории в Алдане 50 укусов было, в Нирингере там 40 с чем-то. То есть там вот такие. А в городе Якутске 10-15 укусов бывает. То есть мы даже по сравнению с нашими южными территориями, вроде как статистика намного меньше. И, естественно, у нас бывает единичный случай укусов уже на сегодняшний день есть в Усмайском районе, в Чарапчинском, Сунтарском, Вилюйском. То есть обращение по поводу укусов. Территория республики не является эндемичной по клещевому энцефалиту. Количество обнаруженных инфицированных клещей у нас составляет около 10%. Тем не менее, необходимые мероприятия по исследованию и профилактике проходят регулярно. Мы проводим, отслеживаем, обязательно готовимся к этому сезону, весенне-летнему сезону. Закупается, Министерством здравоохранения иммуноглобулин, обеспечивается и больницы, и в городе Якутске эту помощь оказывает травматологический пункт, который на скорой помощи находится для взрослых, и травматологический пункт, который для детей в Национальном центре медицины. Очень важно соблюдать меры личной профилактики при посещении лесной зоны. Это существенно снижает риск. Одним из меров профилактики является как раз не только защитная одежда, использование репеллентов и так далее, но и осмотр. Причем осмотр и в лесу, и по приезду, и обязательно одежду, потому что он может забиться в складках одежды, и когда вы уже ничего не ожидаете, а этот укус, клещ может присосаться получается через 2-3 дня после уже прогулки. В лаборатории Центра эпидемиологии выявляют носителей энцефалита. В скором времени здесь будут определять клещей, переносящих и другие опасные вирусы. Сейчас внедряется мультипраймерные тест-системы, определяется это клещевой энцефалит, наличие клещевого энцефалита, боррелиозов, болезнь Лайма, так называемый, и гранулоцитарный анаплазмоз человека можно выявить, и моноцитарный эрлихиоз человека. Вот эти 4 инфекции. С одного клеща можно исследовать. Такие есть тест-системы. Роспотребнадзор продолжает исследование. Осенью появятся более точные сведения о местах обитания клещей, а также количеству инфицированных паразитов. Сергей Алексеев, Андрей Рукавишников, НВК «Саха», Якутск.